Сәлеметсіз бе? Здравствуйте! Вы на канале «Учи казахский с Ажар». Здесь мы учим казахский язык легко и понятно. В каждом своем видео я демонстрирую простой, эффективный способ быстро запоминать казахские слова. Так что попробуйте этот способ. Проверьте, убедитесь сами. На самом ли деле это так. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как «кожат». Вот здесь «к» с хвостиком звучит как «к», «о» с черточкой, «о», он такой глухой, «о», «кожат», «кожат». «Кожат» переводится как «документ» с казахского языка. Вот я подобрала вот такое фото. Это удостоверение личности гражданина Казахстана. Ну, что такое документ? Документ – это некая документально, так, не документально, а некая бумага или обычно в бумажном варианте, да, которая свидетельствует, является свидетелем или подтверждает что-то. Обычно там какие-то либо гербовые печати, либо печати, либо подписи. Подпись – это тоже, в принципе, подтверждение. Вот, например, на удостоверении личности гражданина Казахстана и в паспорте, в иностранном паспорте, заграничном, вернее, паспорте Казахстана, там есть подпись, и это есть удостоверение. Ну, конечно, есть еще на паспорте есть водяные знаки и так далее. То есть очень много вариантов, как можно именно как бы удостоверить, что это подлинное, что этому можно верить. Но подпись человека – это основной способ подтвердить любой кожат, любой документ. Такой элементарный, самый-самый элементарный, самый первый способ подтвердить. Вот. И мы начинаем, как обычно, начинаем составлять русские предложения, подставляем вместо слова «документ» слово «кожат». Ну, ребенок, человек рождается, да, и через несколько дней у него появляется первый кожат в его жизни. Это свидетельство о рождении. Вот. На самом деле, даже до свидетельства о рождении на каждого человека заводится выписка. Это тоже кожат. Выписка из, по-моему, роддома, да? На основании которого делается потом свидетельство о рождении. Это тоже его кожат. Потом, по мере взросления, он в 16 лет он получает следующий свой кожат. Это удостоверение личности. Кстати, до удостоверения личности в любом возрасте он может получить заграничный паспорт. Это тоже его кожат. Потом он получает свидетельство о аттестат, вернее, свидетельство о том, что он получил среднее образование, школу закончил. Вот. И так поднеслось. И уже количество кожат уже зависит от его способности учиться, достигать, применять свои знания, возглавлять какую-то организацию, какую-то фирму и так далее. Либо он будет там, я не знаю, писать книги и получать как бы свидетельство того, что это его книга. Или он будет изобретать и получать кожат о том, что это его изобретение. Вот. Также можно получать, к примеру, за свое хорошее обучение, за тягу к знаниям, получать такие кожат, как грамоты, благодарности. Это тоже являются кожат. Вот. Некоторые в каждой стране, я думаю, есть какие-то категории секретных кожат, которые обязательно
засекречиваются, и рядовой человек не может использовать, не может иметь доступ к таким кжат. И в советское время к такой категории относился весь период репрессий, сталинских репрессий. Только потом уже после, по-моему, перестройки вот этот, и то, по-моему, не весь объем, но какую-то часть документов открыли для широкого ознакомления. Вот. Эти кужат теперь, ну, некоторые из этих кужат теперь можно поднять и изучать. Кстати, мы тоже, у нас двоюродные братья, они пытались восстановить историю нашего деда, как он воевал, и вот эти все кужат они нашли. Они нашли в архивах, в бывших архивах СССР, я не знаю сейчас, как они называются. Вот, и они нашли там буквально описано все, как его, когда его мобилизировали, мобилизировали, да, когда он попал в войну, как он именно, в какой он был, в каком подразделении воинском, как он был записан, как фамилия, как его имя, какого года рождения, в каком приемном пункте или военкомате он был именно записан, какие он ранения получал и так далее. То есть вот эти все кжат, они есть. Они, ну, сейчас, по крайней мере, мы смогли их найти. Вот. Но пока еще нет кжат, которые связаны с его родным братом, с братом нашего дедушки, которого репрессировали в 1937 году, или в 1936, или в 1937 году. Вот. И он так и погиб там, где-то, ну, в общем, где-то, где его, по-моему, они лес валили, что ли, где-то в Сибири, наверное. Точно даже не знаю. Ну, видите, никто не знает, потому что до сих пор эти кжат, они недоступны для нас. Вот. Также, когда человек, например, получает какую-то визу в какую-то страну, это тоже является кжат. Но обычно визу ставят в паспорт, в наш заграничный паспорт, но все равно это отдельный вид кжат. Очень важно в каждой семье, чтобы все кжат содержались в порядке. Все кжат необходимые были оформлены вовремя и содержались в порядке. Почему? Потому что если не делать это вовремя и не делать это ну, действительно хорошо, не содержать в порядке, то это чревато тем, что семья может как-то пострадать в дальнейшем. То есть у нее могут забрать квартиру, она не сможет доказать, например, право на наследство. Мгм. Вот сейчас я, например, собираю кжат на оформление пенсии. И выяснилось, что какие-то из кжат у меня нету в оригинале. Мне пришлось там обратиться к другим людям, чтобы восстановить эти документы. Вот. Все кужат, которые относятся к коммерческой деятельности любого предприятия, тоже должны содержаться в порядке, в хронологическом порядке, во-первых. Во-вторых, в физическом порядке, то есть они должны быть читабельные, они должны находиться в какой-то отдельной папке, подписанные, оформленные. Вот. И почему? Потому что потом при закрытии любой компании обязательно нужно сдавать в архивы. Но, по-моему, ИПшки, по-моему, не нужно сдавать в архивы, хотя если в ИП работали люди, то эти данные обязательно понадобятся кому-то, правильно? Потому что, для начисления пенсии ты все равно должен как-то доказать, что ты работал там. Поэтому кжат
связанный с любой коммерческой деятельностью, с любой фирмой, с любой компанией, обязательно нужно держать в порядке. Ну и в целом, не только относящиеся к коммерческой деятельности, в семье у каждого человека свои личные кужат должны быть в порядке, держаться в каком-то конкретном, труднодоступном для других месте. Но это моя точка зрения. В какой-то отдельной, может быть, коробочке или в файлике, или в папочке, да, чтобы ты мог в любой момент найти и использовать их, и сохранять именно там, в порядке. И, конечно, всегда оформлять все вовремя. Если вы меняете фамилию, то оформляйте сразу документ. Если вы купили квартиру, то сразу оформляйте этот документ. Если вы продали квартиру, тоже оформляйте сразу документ. Или там, к примеру, развелись, сразу пойдите, получите этот документ. Вот. Почему? Потому что когда вы это делаете сразу быстро и держите все свои кжат в порядке, вы очень сильно облегчите свою жизнь. Поверьте мне. Вот. Это были предложения. Это никак не рекомендации. Ну, рекомендации тоже неплохие, я думаю, да? Вот. А вы, вот теперь дело доходит до рекомендаций с моей стороны. А теперь вы сами составляйте свои собственные предложения со словом «кожат» в достаточном количестве. Так, чтобы вы прям почувствуете этот момент, когда вы действительно запомните, когда это слово действительно зайдет в ваш актив, и вы никогда больше его не забудете. И в дальнейшем самый главный показатель, что вы сможете это использовать с легкостью. Кстати, могу такой один маленький пример привести. Когда я только-только научилась этому способу, и у нас в гостях была племянница. И я хотела, чтобы она научилась тоже этому способу, а, способу, ну, как бы облегчить себе обучение, быстро запоминать слова, потому что сейчас в учебниках очень много таких сложных слов, да, непонятных слов, которые прям нужно прояснять. Вот иногда прям нужно реально, потому что если вы не проясните, все оставшееся будет для вас, ну, непонятным после этого слова. Вот. И я прояснила, вот просто в качестве примера я прояснила одно слово. Сейчас не буду вам называть это слово, да, но это слово вообще не используется очень часто в обычной жизни. Но я его прояснила действительно до такого состояния, что я до сих пор могу. Оно у меня раз, вспоминаю, ну, вообще-то я не могу его особо использовать вот в повседневной жизни. Но поскольку я его до конца прояснила, то есть полностью составила достаточное количество предложений, все, оно у меня уже в активе. Я до конца своей жизни я его помню, могу с легкостью использовать при необходимости. Поэтому призываю вас, рекомендую вас, составляйте достаточное количество предложений. В моем случае это иногда было 40, 50 и даже больше предложений. Не пожалейте этого времени. Возможно, у вас это будет меньше. Я говорю только про себя. Но когда вы делаете это прямо до именно того момента, когда слово становится вашим, вы его полностью запомните, вы действительно не потеряете время свое, вы его эффективно потратили. Вы это слово никогда, даже если вы не будете никогда разговаривать на казахском языке, даже если вы не будете больше практиковать казахский язык, вы это слово никогда не забудете. Поэтому призываю вас, применяйте этот метод правильно, до конца. Спасибо вам большое за то, что смотрите меня. Подписывайтесь на меня, ставите мне свои сердечки, дарите мне свои сердечки. Мне это очень важно. Спасибо большое за все. И мы продолжаем идти дальше к нашей большой, хорошей цели. Мы идем на вершину горы, а это у нас начать понимать и разговаривать на казахском языке.
Спасибо большое. Сау болыңыз. До свидания.